Добрый день. В эфире программа «Тема дня» и гость в студии АТВ, депутат Народного собрания Гагаузии Николай Дудогло. Николай Харламович, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Николай Харламович, второй круглый стол, насколько я поняла, это у вас второй круглый стол был на тему «Политический диалог и общественная консолидация. Вектор развития Гагаузии». Состоялся 21 декабря в Камрате. Участники мероприятия попытались анализировать ситуацию, текущую ситуацию у нас в автономии и ответить на вопрос, куда мы пришли за эти 30 лет. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение, вот за прошедшие 30 лет, какие ключевые достижения и успехи вы бы отметили за этот период? Добрый день, уважаемые телезрители. Народно-патриотический союз «Девлет» вышел с предложением к всем политикам Гагаузии, к нашим лидерам, провести 3 раунда переговоров наших лидеров. Первую часть подразумевала, что мы приглашаем всех наших политиков, которые являются независимыми, не входят ни в какие партии, то есть могут сами принимать решения и предлагать пути дальнейшего развития. Второй этап мы приглашаем всех, и независимых политиков, и в том числе всех политиков тех партий, которые сегодня в Гагаузии проводят какую-то работу. Да, более-менее, что их видно. И третий раунд, который состоится через неделю, 28 числа, это, в принципе, итоговый круглый стол, где уже, как говорится, мы принимаем конкретное решение итогов всех этих переговоров. Вчера прошел у нас второй раунд переговоров. Скажу, что были приглашены и руководители региона, и Башкан Гагаузии, и председатель Народного собрания. Кто пришел, кто принимал участие? Несмотря, что председатель обещал прийти, потому что мы это же и проводили в зале Народного собрания, и они дали согласие, но в последний момент чего-то не пришел. То есть власть проигнорировала вот эти переговоры, заседания круглого стола. Что интересно, что руководители партии, то есть те лидеры, которые работают у нас в регионе, с республиканской партии, они тоже не пришли. К чего-то они перестраховались. Но зато общественники, то есть общественная организация, которая была создана в этом году, «Патриоты Гагаузии», Народно-патриотический союз «Девлет», руководство общины гагаузов, которая находится у нас в Кишиневе, тоже были другие политики. То есть в целом довольно-таки форум был такой хороший. Разнообразие. Да, был бывший председатель Народного собрания Харламенко, были руководители молодежной организации Кизли и многие-многие другие. В первую очередь я отмечу, что был вице-президент Гагаузской республики Бузаджи Петр Ильич. Это как бы дало какое-то для форума какое-то значение. Были представители, те, которые, в принципе, участвовали в становлении Гагаузской республики, Калчу Георгий Иванович, Арабаджи Георгий Дмитриевич. Поэтому я считаю, что вчерашний наш диалог был очень важен. Если смотреть за эти 30 лет, что было и что в дальнейшем может быть, я скажу, что самое плохое то, что 30 лет назад, как образовалась Гагаузская автономия, Гагаузия раскололась. Потому что, будучи Гагаузская непризнанная республика, несмотря что она была непризнанная, Гагаузия была единая. Стоило появиться каким-то проблемам, даже колокола били, люди все собирались. Но если отойти на 30 лет, я вам скажу, сегодня как проводят митинги? Вот сегодня еще действующая власть. Только оплата. Людей без оплаты уже никуда не вытащить. Уже приучили людей, приучили, да, уже смеются. То есть Гагаузия сегодня до того она испортилась в политическом направлении, что пропал патриотизм. Перешло это на какие-то финансовые рычаги. Гагаузия расколота между республиканскими партиями, которые раскололи Гагаузию, одни в одну сторону, другие в другую сторону, и больше идет борьба между ними, и Гагаузия фактически 30 лет участвует, как говорится, то одна партия, то другая, то коммунисты, то социалисты, то демократы, то сегодня ШОР, втягивая свою игру, настраивает нас бороться против кого-то. Вот мы участвуем с кем-то в борьбе против центра. А если боремся против центра, какие инвестиции, какие-то гранты, какие-то отношения могут быть? Никаких. Поэтому если говорить о будущем, мы
провели эти круглые столы и, в принципе, можно сказать, что вчера определили. Последняя точка будет поставлена на третьих раундах переговоров, но вчера мы об этом уже четко как бы заявили, определили группу, которая выйдет в Инфотак и заявит на республику, мы будем информацию дать, что в Гагаузии готовится новый проект создания гагаузской партии, что мы пойдем другим путем. Сильная Гагаузия в единстве, и гагаузский народ имеет право решать свою судьбу. Чтобы нами не руководили извне, чтобы мы могли, значит, вести переговоры с центром сами, для того, чтобы действительно решать все наши проблемы. Для того, чтобы не втягивали нас в большую геополитическую борьбу. От этого мы проигрываем. Наши люди сегодня в Гагаузии хотят хорошо жить, хотят, чтобы были рабочие места, для того, чтобы экономика поднималась, растить детей, обучать, ну а мы втягиваемся в совсем чужую борьбу. Николай Харлампович, практически вот все участники дискуссии подчеркивали необходимость диалога с Кишиневым. Вот как вы видите этот процесс? Как вот на ваш взгляд должен быть этот диалог? Чтобы это было как бы конструктивный диалог на благо развития Гагаузии, а не просто вот говорим. Знаете, последняя трибуна, это межпарламентская комиссия между депутатом Народного собрания и депутатами парламента Республики Молдова, в принципе, остановила работу. Гагаузская сторона вышла по инициативе гагаузской стороны. Но я скажу, что здесь я не хочу обвинять гагаузскую сторону, потому что многие вопросы как бы не решались. Ну, те вещи, даже, которые принимались, они не доходили до парламента, эти законы не принимались. Поэтому, может быть, какой-то шаг и нужно было сделать. Но это очень сильно затянулось. Долгое время мы никаких переговоров в центре не ведем. Мы закрылись, мы стали какой-то резервацией. Мы сейчас, как говорится, обиделись на всех и ушли отдельно, варимся на своем соку, при этом, что страна получает сегодня серьезные проекты, инвестиции хуже, получается, себе. Поэтому я считаю, что мы должны восстановить отношения между центром. Поэтому я лично участвовал уже 2 раза. Есть по предложению международной организации Фонд мира, они вышли с предложением, чтобы гагаузские депутаты, молдавские депутаты парламента, плюс министры, турецкая сторона вышла, чтобы быть посредником в этих отношениях. В Стамбуле состоялась такая встреча, где мы подняли все наши вопросы, все какие проблемы есть. Но молдавская сторона изучает наши предложения. Вторая встреча уже прошла в Кишиневе, где мы уже, как говорится, один шаг сделали дальше. Ну, и эта работа продолжается. Буквально позавчера была встреча у президента. Приближается 30-летие Гагаузии, и, в принципе, руководство решило собрать представителей Гагаузии, поздравить и, в принципе, посоветоваться, как сказал президент, как дальше, чтобы разблокировать отношения между Кишиневым и Камрадом. Знаете, были приглашены депутаты, и было очень много разговоров, пойти на эту встречу или не пойти. Мне звонили многие, что не иди. А я вам скажу, что, начав переговоры в Гагаузии, я посчитал, должен пойти на эту встречу. Пойти на эту встречу и задать те вопросы, которые наболели. Потому что если мы не будем эти вопросы поднимать и говорить с руководством страны, где мы будем говорить? Кулуарно, где-то в подвалах? И что мы тогда решим? Поговорим и все. Да, для того, чтобы нас услышали, нужно говорить. И я поехал. Нужен диалог. Да, и я поехал. Я так и сказал президенту, что мне звонили, что он не приехал. Но я приехал, я хочу задать вопросы напрямую, открыто, без стеснений. Я поднимал очень много вопросов. Одни из моментов, где я поднимал вопрос, что те полномочия, которые в Гагаузии забрали, потому что проходили реформы в стране, я так и сказал, что реформы, в принципе, во всем мире считается, что это положительный фактор реформ. После реформ и как бы улучшается работа, что-то новое. Ну а Гагаузия реформы ждет как беду. И как реформа начинается, обязательно центры создаются. Север, центр, юг. Гагаузии то, что есть, все забирает. Поэтому я просил, что если будут проводиться дальнейшие какие-то реформы, не забывали, что есть автономия, что
что север, центр, автономия, юг. Не 3, а 4, потому что мы имеем автономию, признанную, всемирно признанную, поэтому нас делить больше нельзя. Я просил вернуть налоговую службу. Что как развивать экономику без налоговой службы? Я скажу, что вот здесь вот коса на камень, наша гагаузская власть, которая открыто кричит, что мы поддерживаем господина Шора, вот задевает президента, где они четко говорят, что мы с этой командой работать не будем. Где я и Петр Бузаджибов выступал, говорили, что, ну, в принципе, нужно разделить чуть-чуть от политики Гагаузию и сегодня работу правительства и исполкома Гагаузии, потому что это не должно одному касаться, мы должны работать. Я дополнительно поднимаю вопрос о апелляционной палате, потому что апелляционная палата сегодня переводится в Кагул. И это, представляете, сколько неудобств для наших жителей. Я так и сказал, что вы создаете неудобства для наших жителей, и наши люди будут вас ненавидеть. Это как бы так. Но тоже коснулся вопрос, что апелляционная палата выносит те решения, которые центру не нравятся. Это, в принципе, утверждение Башкана Гагаузии и в этом направлении. Ну и самое главное. В принципе, почему я и в первую очередь поехал на встречу. Я поднял вопрос, что в Гагаузии нужна политическая поддержка для того, чтобы мы, гагаузы, начали участвовать в жизни страны. Нам нужна региональная партия. Мы должны аккумулировать наши силы гагаузские, не отдавать свои голоса кому-то, а, как говорится, объединяться и в дальнейшем решать свою судьбу сами. Ну, мы получили есть депутаты в парламенте. Ну, я был тоже депутатом. Я вам скажу, что, будучи депутатом парламента от какой-то партии, ты в первую очередь прислушиваешься к руководству партии, и партия, если принимает решение, ты должен руку поднимать или не поднимать. Пришло время, когда я перестал руку поднимать, я ушел из парламента, потому что я не хотел принимать те решения, которые принимает партия. Поэтому говорить, что наши люди проходят парламент через партию, и они могут все гагаузские вопросы решать, да нет, там они должны подчиняться политике уже той партии, которая привела их в парламент. Поэтому я, когда коснулся региональной партии, получил ответ, что, в принципе, упрощена регистрация республиканской партии. Если раньше Гагаузия фактически не могла регистрироваться, потому что это нужно было подпись собирать с 17 или 18 районов, то сейчас это, в принципе, 1200 голосов. Это, в принципе, по плечу. Я согласился, да. Тогда нужно в Гагаузии открывать республиканскую партию с гагаузским названием, с гагаузским адресом и, в принципе, не переходить работу в регионы, а работать конкретно жителями Гагаузии или выходцами Гагаузии, которые живут в других населенных пунктах. Но тут я поднял вопрос, что проблема в другом. Ну вот парламентские выборы. Как нам преодолеть барьер маленькому региону 5%? Здесь, если мы создаем гагаузскую партию, здесь нужно, чтобы правительство, парламент приняло законодательство, чтобы уменьшило порог для Гагаузии. Для региона. Для региона, да. Региональных партий. Нет, вот это уже будет республиканская партия, но она гагаузская будет. Поэтому здесь очень много вопросов есть, которые нужно обсуждать. Но во всяком случае я видел, что и президент, и председатель парламента взяли на заметку. Я предложил и второй вариант, румынский вариант, где, в принципе, скажу, в Румынии нет автономии для венгров. В Трансильвании в основном-то венгры живут. Но есть партия. Есть партия, которая участвует на парламентских выборах, не набирая тот барьер. Они имеют квоту. И они в парламенте всегда защищают свои интересы, интересы своего региона. Поэтому я тоже выступил, что давайте так. Партия, если не набирает, мы должны иметь квоту. И если, как говорится, мы в любом случае, гагаузы, должны участвовать в жизни страны и защищать интересы Гагаузии. Никто не будет защищать интересы Гагаузии, если эти депутаты не будут делегированы от самой Гагаузии, не от партии, а от Гагаузии. И в этом вопросе, как говорится, я поднял вопрос, в дальнейшем нужно работать. Ну и сказал, что если мы пойдем по пути регистрации все-таки гагаузской партии, у нас сложностей с регистрацией не будет, потому что сейчас есть изменения. Для того, чтобы открыть партию, нужно получить разрешение Конституционного суда, СИБа, Министерства юстиции. Мы получили ответ, что, в принципе, сегодняшняя власть никому не мешает. Мы понимаем, что возможны разные моменты. Но вопрос задали, ответ получили, дальше идем. Поэтому я считаю, что я правильно пошел на эту встречу, задал свои вопросы, получил ответы. И считаю, что в дальнейшем и межпарламентская группа между депутатом Народного собрания и депутатом парламента должна начать работу. Мы должны поднимать вопросы. Мне понравилось и в Турции, когда мы были в Стамбуле, что турецкая сторона отдельно с нами вела разговор, отдельно с кишиневской стороны, но и во время наших переговоров
переговоров, она была просто посредником, она слушала, она не вмешивалась в наш диалог. Но при этом очень внимательно выслушивали для того, чтобы потом давать советы. И они тогда нас похвалили, что мы подняли все наши вопросы. Потому что для того, чтобы дальше сделать шаг вперед, нужно вчерашние проблемы, которые есть, нужно с ними разобраться, иначе они будут тянуть назад. Дальше мы не сможем шаг сделать вперед. Николай Иванович, мы еще вернемся к встрече в Стамбуле, потому что это многих интересует. Это такая вот загадочная встреча получилась. Но, коль мы затронули уже вот визит в Кишинев, да, встречу с президентом, и СМИ, насколько я вот читала, там еще обсуждалась важность сохранения развития нашего гагаузского языка и традиций, да? Так, предоставили эту встречу. Вот скажите, вот на ваш взгляд, что было вообще у нас упущено и почему с Кишинева каждый раз вот нас упрекают в том, что мы вообще свой язык и культуру, ну, язык, скажем, про гагаузский язык, больше, потому что культура у нас развивается, насколько я вот живу здесь и вижу. Вот что нужно для этого сделать? Почему мы упустили этот момент? Знаете, с центра нету понимания, что в Гагаузии есть 3 языка. Государственный, мы молдавский считаем, а не румынским, гагаузский наш язык и русский. Центр воспринимает, что у нас должно быть 2 языка. Молдавский, то есть, как они считают, румынский и гагаузский. Они хотят стереть русский язык. Но для жителей Гагаузии русский язык – это язык, который знает весь наш народ. Потерять язык, который мы знаем, веками, как говорится, мы дружили с Востоком, поэтому здесь не надо вмешивать политику. Зная много языков, это большой плюс. Для развития гагаузского языка это очень важно, потому что мы сегодня об этом говорилось, что мы фактически теряем язык, что наши дети, большинство наших детей уже говорят на русском, потому что дома большинство гагаузов уже перешли на русский язык, и гагаузский забывается. Было предложено, очень мне понравилось и воспоминание Карамит Елены Савдармы, Тавшамжи поднял Константин Петрович вопрос, что нужно детей с садика начинать обучать в первые, до школы, что если язык ребенок будет знать, то в дальнейшем, естественно, что он будет легко проводить. Президент выступил и сказал, что они готовы финансировать 2 программы. Программу изучения государственного языка и программу гагаузского языка. Но государственный язык, программа у нас, по-моему, она, в принципе, сказала, что когда при Башкане Влах, они договорились с Башканом, что молдавская сторона готовит программу изучения государственного языка, а Гагаузия готовит программу изучения гагаузского языка. Не молдавского, а гагаузского. Вот они программу сделали и пошли вперед. Но она чуть-чуть упрекнула, я не знаю тонкостей, что Гагаузия, в принципе, такой программы как бы и нету. Хотя я знаю, что мы в прошлом созыве Народного собрания принимал закон. Но у нас есть изучение. Фонд развития гагаузского языка. Да, но программы такого, как кажется, нет у нас. Вот деньги с фонда куда направляются? Вот поэтому и президент попросила, чтобы мы над этим поработали. Что Центр приветствует, чтобы мы развивали свой язык. Я лично считаю, вот мы идем по пути, может быть, открытия своей партии, я считаю, что одним из первых пунктов в нашей программе будет именно, что изучать, ни в коем случае не терять свой язык, потому что мы без языка, мы никто, потеряя свой язык, мы потеряем и автономию, поэтому нужно уделять максимальное время. Это подготовка, конечно, кадров. Нам должны быть кадры, те люди, которые будут работать, конечно, составляют программу, и здесь должны работать и наши специалисты уровня уже, которые может составлять программу в дальнейшем, не просто составлять программу, но внедрять его внедрять и контролировать. Но мне в то же время кажется, что от политиков очень много зависит, потому что если бы в Народное собрание вели на гагаузском языке, там, советники, все собрания вот эти на гагаузском языке, может, люди у нас и так говорят на гагаузском. Видите, у нас все время смешанные, что Народное собрание, что исполком, что советы. Я не считаю, что мы здесь должны чуть-чуть перегинать сильно, и те люди, которые не знают гагаузский язык, и как выдавливать из руководства, из политики, что время показало даже утверждение исполкома Гагаузии. Капризы тогда председателя Народного собрания, для того, чтобы он был замечен, что значимый человек, что с ним вели переговоры, он тогда поставил свои условия, они шором то ругаются, то мирятся, и в тот момент как раз они, как говорится, они находили общий язык, и он тогда выдумал, что все должны владеть совершенно гагаузским языком, будущие члены исполкома.
Ну, потом, естественно, что они помирились, и дело пошло совсем в другом направлении. В тот момент я скажу, что много хороших специалистов не попало в исполком. Сегодня исполком Гагаузии слабенький. Нужно отдать должное, исполком слабенький. Ну, вот уже изменение, там, кажется, первый уже пошел, но я думаю, что в дальнейшем еще будет больше. Но изменение уволился, по-моему, и уволился или уволил, даже не знаю, Павел Тумба. Хотя я честно считаю, что это как раз-таки был один из лучших специалистов исполкома. Почему там рокировка произошла? Ну, в принципе, наверняка это лучше знать руководство региона. Но в Народном собрании, конечно, есть много управлений, где, ну, хотелось бы, чтобы были более усиленно начальником управления. Ну, а теперь, если вернемся к встрече в Стамбуле, да, это была неформальная встреча, так пишут в СМИ. Почему в Стамбуле? Что, не могли вот эти участники встретиться в Камрасе или в Кишиневе и поговорить, почему именно в Турции? Ну, вот я пример привел, что идти на встречу с президентом, я долго думал, мне советовали не идти. И, честно говоря, что если у нас как раз раунда переговоров между политиком и Гагаузией не происходил, и мне не интересовало в дальнейшем, как задать вопросы, получить ответы, как зарегистрировать партию, как нас воспримут, я наверняка не пошел бы на эту встречу. То же самое и касаясь ответа на ваш вопрос. Она была в Стамбуле, потому что турецкая сторона, это турки для нас всегда были, ну, старшим братом, уважаемым. Мы всегда, как говорится, к ним относились и знали, что они нас никогда не предадут. И если турецкая сторона выходит с предложением, что давайте встречаться, то естественно, что гагаузская сторона примет это предложение. Потому что если бы первую встречу предложила бы молдавская сторона давать встречаться с Кишиневым, я так думаю, чтобы никто бы не поехал. Поэтому первая встреча с посредниками турецкими произошла, и это здесь сыграло именно большое уважение именно турецкой стороны, но и международная организация СТИВА, Фонд мира, который, в принципе, оно и финансирует этот проект при поддержке шведского посольства. Ну а кишиневская и гагаузская сторона, это уже следующий момент. Ну вот я скажу, что испробовано было в Турции, мы начали наш диалог. Я лично поднимал там 6 вопросов, и это разграничение полномочий, это возврат концентрированных служб, это квота для Гагаузии, это снять все арестованные счета гагаузских лидеров, потому что заблокировано у многих, в том числе и у меня, значит, карточка получения зарплат, многих уже отменили разрешение въезда в Румынию, в Гагаузии происходят обыски, и я скажу, что эти дома практически захватывают со всех сторон, лезут ОМОНовцы в черных масках, пугают детей. Я даже там говорил, что постучите в калитку. Я понимаю, мы живем в стране, есть и проверяющие органы. Постучите, и вам откроют. У нас в Гагаузии никто, если кто-то пришел, двери открывает, никто не боится. Но когда перепрыгивают со всех сторон, пугает жену, детей, это как совсем неправильно. Я вот эти вопросы тоже поднимал, и на что я скажу, реакция была нормальная. Поэтому я считаю, что благодаря Стамбульской конференции, хотя мы не раскрыли полностью, что там было внутри. Почему? Вот это вопрос сейчас всех интересует. Ну, вот я, например, свое предложение раскрыл. После этого было собрано, был заместитель председателя Народного собрания господин Леичу, который, в принципе, мы определили, что весь пакет документов будет готов. Он ко мне звонил, нормально, честно было, правильно. Я свое предложение внес в этот пакет, который был отправлен уже молдавской стороне. Почему не сильно не раскрывалось? Не от того, что кто-то чего-то боялся, а от того, что мы ждем ответа. Раньше времени, как говорится, хлопать в ладоши нет. Мы пока что это первые переговоры прошли, что мы открыли наши проблемы и предложили их решать. Мы сейчас ждем со второй стороны, ну, конкретно, чтобы решили какие-то вопросы, и тогда мы об этом будем говорить. Со встречи с президентом, что она как бы отмечала, что первые свои 4 года она очень мало бывало в Гагаузии, это как бы для руководства страны большой минус. И при встрече в Гагаузии есть катаклизм, проблема, люди как-то воспринимают его негативно. Но не все, я вам скажу. Я скажу, что да, не все, там многие как бы поддерживали. Я не являюсь сторонником сегодня
руководства или власти в стране. Но я являюсь сегодня сторонником нормальных отношений. Есть руководство, есть Гагаузия, у нас должен быть диалог. Должен быть диалог, потому что без диалога нет развития региона. Не переходить рамки недозволенного, оскорблять друг друга и тому подобное. Я сказал, президент, а вы придите к нам с решенным вопросом. Но конкретно гагаузским решенным вопросом. Вот, например, верните налоговые. И приходите и будем говорить. Но с той позиции, что не просто разговоры, а уже есть конкретный результат. На что я ответ получил, что мы же столько-то миллионов инвестировали в дороги. Ремонты, молдавский лицей, садики, школы. Очень много-много чего другого. Огромно. Действительно, если все это посчитать, это большая сумма. Но я говорю, это, в принципе, финансовая часть этой работы проводится в других районах. Но у нас есть гагаузские проблемы, наши полномочия, которые для нас болезненно, что их у нас отобрали и никто не хочет возвращать. Мы сегодня не говорим, что виновата только эта власть, потому что большая часть проблем начались до этой власти. Но кто-то же должен их исправлять. Поэтому я сказал, что если, как на встрече говорила, что мы ищем пути дальнейших нормальных отношений, хорошо, мы готовы сесть за стол, говорить, давайте будем решать конкретно, не просто разговоры, а шаги. Вот поэтому после Стамбульской встречи мы ждем шаги с другой стороны. Была встреча Кишинева, где мы дополнили наше предложение еще дополнительными вопросами, послушали кишиневскую сторону, потому что мы тоже понимаем, что их делегация не может это решить, как говорится, за один день. Они обращаются дальше в правительство, профильные министерства, те департаменты, где эти вопросы должны решаться. Поэтому лед тронулся. Поэтому я являюсь сегодня тем политикам, которые в Гагаузии, я скажу, что я не выступаю против кого-то. Я не выступаю сегодня против правительства, я не выступаю против сегодня социалистов, против Шора, против кого-либо еще. Я сегодня выступаю четко за Гагаузию. Вот кто будет обижать Гагаузию, мы будем против них. Но для того, чтобы нас не обижали, мы должны сесть за стол и говорить. Без разговора, без диалога, даже если этот диалог не приносит каких-то больших ожидаемых успехов, он все равно на какой-то маленький шаг идем вперед. Вот наши раунды переговоров гагаузских политиков. Вот меня встречают многие на улице, вы знаете, спасибо и вам, мы пригласили, я думаю, что нашу передачу многие послушают. Информация вышла на улицу, она стала обсуждаемой. Обсуждают, если на рынке, на улицах, значит уже начал обсуждать вся Гагаузия. И меня спрашивают, Николай Рамович, в принципе интересно, да, что Гагаузская партия, объединение Гагаузии, это здорово, но ведь мощные политические партии, которые есть, и, в принципе, финансовые их возможности, несравнимы, даже близко несравнимы с нашим возможностью. Как вы хотите их выиграть? На что я отвечаю, что наш путь длинный путь. Гагаузия была до меня, до моих родителей, до моего дедушки, бабушки, и будет и после меня. Поэтому мы не спешим, а эти политические партии приходят временно, и им успех нужен быстро. И вот они кидают большие финансовые средства, все остальное. Поэтому мы начинаем свою работу шаг за шагом. Я считаю, что и первый раунд переговоров, где участвовал и Башкам Фармузал, два председателя Народного собрания, дало импульс хороший. Вчерашняя встреча, где участвовали наши основные политформирования общественных организаций, это тоже большой плюс. Мы начинаем доходить до каждого человека, что лучше будет для Гагаузии, если все-таки мы объединимся и будем решать вопрос сами. Поверьте, что если мы в Гагаузии не будем отдавать свои голоса какой-либо партии, мы для них будем более интересны, чем мы отдаем им свои голоса. Они, получив наши голоса, абсолютно не выполняют то, что обещают. И подачки какие-то кинули. Выборы закончились. Да. А если мы заберем свои голоса и будем пользоваться сами, мы тогда станем самым интересным регионом страны. Потому что 5% Гагаузии, которые есть, я скажу, что если посчитать во всем мире, Гагаузия будет наверняка где-то 10%. А парламентские выборы,
президентские выборы, они проводятся во всех странах мира, не только в Гагаузии. Поэтому смогут за нас голосовать и в России, и в Европе, и в Турции, и в других странах мира. То есть это дополнительные голоса. Поэтому путь развития гагаузской партии, я вам скажу, что очень усиленный. И гагаузская партия, если на выборах не будет сливаться с кем-то другой партией, для того, чтобы получить быстрый какой-то результат, кого-то отправить в депутаты парламента или какую-то другую должность, а идти по своему пути. Вот, допустим, вот такой пример. Мы успеваем, если мы успеваем зарегистрировать гагаузскую партию в январе месяце, мы успеваем на парламентские выборы. Мы идем на парламентские выборы, и я понимаю, что первый раз будет тяжело. Конечно, я как спортсмен всегда оставлю планку наивысшую, чтобы взять 5% против парламента. Но допустим, что мы не берем 5%. Мы берем 1-2%. Больше, 3%. Это тоже результат. Это результат. Эти проценты, которые могли бы взять другие партии, которые находятся в Гагаузии. Те партии, которые будут толкаться локтями. Но я скажу, что если мы возьмем такой результат, то в следующих выборах они уже могут уйти с работы с Гагаузии, потому что и они привыкли, что Гагаузии берут 80-90%. А если они возьмут 25%, 30%, будут ли такие огромные деньги они тратить в Гагаузии? Не будут. Тогда они уйдут от нас, и тогда нам легче будет объединить Гагаузию. Поэтому наш первый бой очень важен при любых результатах, которые будут. Любой результат для Гагаузии важен. Как говорится, по клочочкам мы будем отвоевывать то, что нам принадлежит. Нам забрали то, что нам принадлежит, и нам пока все время, как говорится, обещают что-то решать. Нет, мы сами это будем решать, если мы заберем все, то, что по праву наше. Поэтому я скажу, путь в дальнейшем, и если считать, что после парламентских выборов на следующий год, выбор народного собрания. Если мы сегодня не пойдем... Народное собрание в каком месяце? Ноябрь. В ноябре. Уже есть дата, да? Даты еще нет, но оно по закону должно быть в ноябре, хотя у нас Константинов, ему законы не припомнил, он делает все, что хочет, поэтому наверняка нам придется бороться с ним еще год, и, возможно, он перетянет выборы на январь-февраль. Посмотрим, поживем до этого, увидим. Во всяком случае, я буду требовать, чтобы в ноябре прошли выборы. Выборы Народного собрания. Выборы Народного собрания, если сегодня мы не создадим гагаузскую партию, я вам скажу, что бороться дальше, как у нас в основном независимые депутаты Народного собрания, уже не получится. Это раньше было так, что независимые выигрывали практически почти у всех кандидатов партийных. Нет, сегодня те финансовые возможности, тот админресурс, который есть сегодня у партии, редко. Единицы независимые, которые смогут составить конкуренцию, не то что пройти. И если мы не будем участвовать, возможно такое, что 90% могут взять одна или два партии, которые выбьют практически всю элиту Гагаузию, которая не входит в эту партию. Поэтому я скажу, что создав свою партию, аккумулировав свои средства, мы сможем достойно выйти на выборы в Народное собрание. Поэтому ничего страшного, если парламентские не получат. Мы покажем себя, мы, докажем всем, что это мы не делаем, чтобы зарабатывать деньги, с кем-то объединяться, с кем-то сливаться на какие-то должности. А мы длинную борьбу начинаем, что рано или поздно все равно Гагаузия поймет, что своя партия – это длинно, это навсегда. А временные подачки получили. Я выступаю и говорю, почему я сказал вам, что я не против сегодня нашей гагаузской власти. Вот мы их выбрали, пускай работают. Помогают они чем-то людям? Слава Богу, они обязаны помогать. Они работают, это ощущают? Нет, так они обязаны помогать. А для чего мы их выбрали? Я лично за них голосовал. Хотя мне сегодня многие укор ставят, почему. Был тот момент, какой был. Поэтому они обязаны это делать не за что, насчет будущего, а за счет того, что они сегодня есть. За это им нужно, как говорится, рассчитаться с Гагаузией. Много обещаний было, Николай. Много было обещаний, которые нету, сегодня бюджет не выполняется, но даже если те моменты, те плюсы, которые люди получают в индивидуальном порядке, какие-то помощи пенсионерам, все остальное, пускай она идет. Но это не говорит, что Гагаузия должна быть обязана на всю жизнь, потому что нам что-то там помогает. Да нет, это вы за то, что пришли, вы должны нам 4 года все время помогать. А дальше политика наша самостоятельная.
Я тоже много ошибок делал. Если кто-то скажет, что Дуду говорит, а он совершил то, конечно. А я скажу, что не может ни один политик не совершать ошибки. Оно только пройдя всю дорогу, я уже 20 лет в политике и прошел молдавскую политику. Я, в принципе, много раз говорю, что я побывал в многих партиях. Да нет, я единственный раз был только в одной партии, в демократической партии, где был депутатом парламента от демократической партии. И когда я не согласился с той политикой, которая есть, и мы тогда создали Девлет, который начал выступать, я понял, что идеология наша не схожа, и мы мирно разошлись, красиво. Если бы я, например, ушел бы с партии, не ушел бы с парламента, у нас были бы наверняка какие-то проблемы. Но я поступил честно. Ведь Демпартия мне привела парламент. Если я ухожу с партии, я должен уйти в парламент. Я так и сделал. Поэтому мы мирно разошлись. Но тот опыт, который я получил в парламенте... Сейчас пригодится. Конечно, в той борьбе, которую вела партия, чтобы прийти к власти, все остальное, для нас это очень важно. Николай Харламович, я вот слушала, когда вы провели этот круглый стол, практически всех участников, и вот мне очень понравилось высказывание Анны Харламенко. Вот она подняла, на мой взгляд, очень важную проблему, указав, что в Гагаузии отсутствует анализ текущей ситуации. У нас практически нет аналитиков, да, которые бы раскладывали, да, и анализировали, что мы делаем, как мы делаем и куда мы идем. Вот она отмечала о том, что у нас нет ни типографии, ни газет. Вот на ваш взгляд, почему так произошло? Бюджет у нас хороший в Гагаузии, нельзя жаловаться, что денег нет. Почему так происходит, что у нас много чего нет? Потому что это важные моменты для развития Гагаузии, даже имея свою типографию. Да? А я вам скажу, я вначале об этом говорил, потому что это невыгодно, неинтересно республиканским партиям. Зачем нам нужен анализ? Ведь анализ покажет, что нас используют. А это надо ли сегодня республиканским партиям, которые забирают 80-90% наших голосов? Нет. Им нужно наши глаза, как говорится, украсить, что все у вас хорошо, все нормально, давайте вот так дальше, голосуйте за нас, а мы будем решать вопросы и еще вас перетягивать на какие-то митинги для того, чтобы нашим людям были обыски, проблемы, закрывали и тому подобное. Поэтому я считаю, что те вещи, которые подняла Харламенко, вы знаете, и мне понравилось, всем понравилось. Да, хорошие были выступления и Харламенко, и Терзи, руководители гагаузской общины, и многие другие. Там многие выступали по делу, и Каучи, и Бузаджи по делу. И правильно, вот из этих выступлений я скажу, что можно составлять уже программу, будущую программу. Вот с третий раунд переговоров мы обязательно выйдем уже с резолюцией. Мы подготовим некоторые моменты, которые в дальнейшем будут входить в Гагаузскую партию. Гагаузская партия должна состоять не только из политиков, а она состоит довольно-таки из грамотных гагаузских аналитиков, политологов, просто порядочных людей. Они есть у нас в Гагаузии. Я скажу, что у нас наши политологи, которые могли бы анализировать. Лиза, я вам скажу, что это все у нас есть, но это всегда было не поощрялось и не было интересно для республиканской партии, которая говорит, что если мы это начнем развивать, мы практически откроем глаза людям. Тогда зачем они будут тратиться сюда? Их интересы другие. Интересы республиканские партии молдавские отличаются от тех вещей, которые нужны для Гагаузии, те, которые обязательно нужны Гагаузии. Та же типография, нам нужна своя газета. Конечно, то, что Гагаузия была уничтожена, останется в памяти председателя Народного собрания. Сейчас не тема кого-то ругать, но я вам скажу, что это беда, это преступление. Это преступление, что газету с 40-45-летним стажем взяли, закрыли. Конечно, нам нужно поощрять свои каналы телевидения, которые есть. Не только ГРТ. ГРТ у нас имеет довольно хороший бюджет. Я не против, оно должно быть, но мы должны и другие каналы. Вот я знаю, что вы, в принципе, варите в своем соку, да, довольно-таки сложно. И то, и работаете, и спасибо вам, и вчера вы участвовали. Зато называемся независимые СМИ. А как нам это удается, только мы знаем. Да, я понимаю. Поэтому благодарю вас, что вы работаете. И, в принципе, здесь мы должны подумать. Но кто будет думать о гагаузах, если мы сами не хотим? Вот нам нужно вернуться к тому, что все, что было вчера озвучено, все это надо. Как решать эти вопросы, это уже следующий момент. Я уверяю вас, что бюджет Гагаузии сегодня
Довольно-таки, я боюсь, что меня кто-то, как говорится, не поймет и поругает, но это бюджет, с которым можно работать. Я скажу, бюджет при Формузале Башкане был 380 миллионов. При Ирина Влах пришла первый же год, уже был более 800 миллионов. Сегодня бюджет более 1,5 миллиарда лей. И я скажу, что, конечно, у нас есть структуры, которые нужно сокращать, хотя вот новый бюджет, оно снова начало увеличиваться штаты чиновников, предлагаться некоторые еще чуть не подразделения управления. А почему? В этом есть необходимость? Знаете, я лично считаю, что нет. Но виднее руководство региона, они, как говорится, у власти, они принимают решения. Я на последнее заседание Народного собрания не пошел специально, потому что я не хотел поддержать этот бюджет. В преддверии наших переговоров второго раунда я не хотел ругаться с политиками Гагаузии, с депутатами, но я уже знал, что есть большинство, которое проголосует, то есть мой голос абсолютно там играть не будет. У меня был один вопрос, который я оставил все-таки не раскрыв, потому что получил бы негативный ответ. Это какой? В августе месяце я поднимал в Народное собрание вопрос о открытии Гагаузии центра для спортсменов высоких квалификаций, то есть для экстраспортсменов. Центр должен был состоять из 40 спортсменов с олимпийских видов спорта, где они должны получать финансирование, проживание, питание, тренироваться и достигать самые большие высоты участия на Олимпийских играх. И вначале этот вопрос был поддержан руководством страны. Но когда пришел момент, как говорится, действительно уже шаги для того, чтобы принимать для открытия, Народное собрание отказалось, меня обвинили, что я иду по неправильному пути, что этот вопрос не должен я готовить, что нужно, чтобы исполком этот вопрос готовил. И Народное собрание, когда я поднимал вопрос, половина же из зала вышли. Это было позорно, но все это помнят. Но я ушел в командировку со спортсменного соревнования, на следующее заседание вопрос перевели в исполком, дали команду исполкома готовить, что вот в январе, со следующего года такой центр был открыт. Нету его, и фамилии нету. Поэтому, естественно, и не будет, да, или как? Я вам скажу, что он будет тогда, когда эта власть уйдет. Поэтому наш центр будет, но этой власти не будет в дальнейшем. Поэтому, как я и сказал насчет Гагаузской партии, если кто-то думает, что она завтра появится и все выиграют, нет. Но мы здесь живем, нам торопиться некуда, мы дома. Шаг за шагом мы пойдем к своей победе. И усиливая партию, и центр, шаг за шагом мы все равно добьемся. Наши ребята достигают и так сегодня хороших высот, но шаг за шагом мы будем идти к тому и искать уже других людей, те, которые, как говорится, нас не обманут. Если они обещали, не сделали, что ж, Бог им судья. Время политики не вечное, руководители не вечные, проходит некоторое время и меняются, как говорится, чиновники один от других. Поэтому будем уже умнее. И некоторые вещи, как говорится, поддерживая кого-либо, вплоть до того, что составлять договора. Потому что получается, что мы кого-то поддержим, кого-то приводим, а потом нас забывают. Слово ничего не значит, да. Получается. На словах нельзя. Вот на круглом столе еще поднимался вопрос о том, что политические партии подкупают избирателей. Вы об этом чуть-чуть затронули, говорили, что это стало своего рода как бы болезнью общества. Вот ваше мнение. Можно вообще это избежать, да, вылечить эту болезнь? Можно ли люди, не всех подкупают. Я, например, столько лет голосую и никогда не голосовала за деньги. Я думаю, что таких много у нас в Гагаузии, но большинство все равно, нас считают, наш регион, особенно Гагаузия, считают, что и говорят уже это во всех СМИ, что мы подкупные, что мы таким. Можно это исправить? Знаете, это исправить здоровый национализм. Это может исправить только здоровый национализм, где люди начнут, как говорится, вспомнят, что мы гагаузы, гордый народ Гагаузии, которые пришли сотни лет назад, что здесь наша земля, похоронены наши родители, да, бабушки, дедушки, и мы имеем ответственность за эту землю, чтобы передавать ее от детей к детям, сохранять нашу культуру, сохранять наш язык, но за какие-то маленькие средства отдавать Богу
душу, как говорится, не туда, мы не имеем права. Да, это может быть одноразово, может быть несколько раз, но вечно оно так не может быть. Поэтому я вот ту политику, которую начинаем, мы, значит, конечно, у нас уже есть группа, вот, которую мы выбрали, которая пойдет именно так. Мы будем встречаться в каждом населенном пункте. Мы будем делать много встреч, даже в одном населенном пункте будем много встреч, для того, чтобы достучаться до людей. Ведь гагаузы гостеприимный народ, и мы всех принимаем. С хлебом, солью. Возьмите любую семью, даже самую бедную. Придешь к нему, последний там кусочек хлеба, кусочек брынзы, стакан вина вытащит, хотя после этих гостей, может быть, ему даже нечего будет завтракать или обедать, но он поставит на стол. Поделиться с... Но да, есть... гагаузы не любят, когда человек тебе помогает, и в один прекрасный день приходит и говорит: я здесь хозяин, не ты, давай быстренько то-то, то-то, то-то сделай, потому что это мне надо. Поэтому я верю, что жители Гагаузии это понимают, что творится. Вот вы правильно сказали, что всех невозможно купить, всем невозможно надавить, всех невозможно, как говорится, заставить идти против своей совести, против идеологии Гагаузии, да, гагаузской идеологии, своей идентичности. И поэтому я считаю, что эту болезнь мы можем излечить. Любому человеку нужны финансы. И мне нужны финансы. Всем нужны. Все мы живем. Нужно кормить семью. Ну, естественно, что делать благо для своей семьи, чтобы были хорошие условия, все остальное. Но где-то мы должны остановиться и подумать, что такой путь неправильный. Нужно выбрать правильный путь. Вот диалог, вот эти раунды переговоров показали, что были раскрыты нарывы вот эти болезни, которые есть. И мне что понравилось, потому что я вел, как говорится, круглый стол, я скажу, мне понравилось, что люди не переходили на жесткие оскорбления. Да, где-то говорились о проблемах, но какими-то словами такими, где раскрывалась тема, они не унижались, какие-то люди. Потому что это самое плохое, когда мы переходим на оскорбление. Долой того, жест того, это такое, это всякое. Нет, нужно, как говорится, без скандалов объяснять конкретно, что ты хочешь. И убеждать людей. И вот, если мы создадим партию, а мы его создадим, у нас будет путь убеждений. Я сказал, что здоровый национализм, дойти до каждого человека, что мы жители автономии, мы жители Гагаузии. И что очень важно, здесь не перегнуть палку словом гагаузы. У нас здесь, в нашем регионе, живут очень много людей. И молдаван, и украинцев, и цыган, и любой национальности. Мы жители Гагаузии. Вот всегда должно идти речь, что мы жители Гагаузии, хотим так, мы жители Гагаузии, требуем, предлагаем вот эти вещи. И тогда мы будем услышаны, и скажу, что и многими людьми, которые у нас семьи-то смешанные, что если взять, некоторые скептики говорят, это предложение только для того, чтобы они хотят попасть в парламент. Но это невозможно ни за что. А я скажу, что почему нет? Может быть, первый раз 50/50, но у нас еще много смешанных семей, которые не обязательно гагаузы. У кого-то, кажется, невестка молдаванин или русский украинец. У меня зять молдаванин. Но если у нас будет гагаузская партия, он будет голосовать за нас, потому что у него жена гагаузская, или же наоборот у некоторых. Поэтому вот такие факторы, я скажу, что для Гагаузии, кроме жителей Гагаузии, которые есть, у нас компактно проживает здесь 126 тысяч избирателей. На выборы выходит примерно 60-65 тысяч. А для того, что 5% это 75 тысяч. Это порог небольшой, если мы не будем отдавать свои голоса другим партиям. Поэтому шаг за шагом нужно к этому идти. Даже если где-то у нас что-то не получается, не надо расстраиваться, дальше идти. Как оно в спорте. С чемпионом за один день не становишься. Но нужно преодолевать внутренние вот эти недовольства, которые после поражения, и идти дальше и достигать своего. А вот вы говорите о новой партии, которая будет у нас в Гагаузии, гагаузская партия, да? Работаете над этой идеей, вот название уже придумали или... Знаете, мы только идея только прозвучала, но поэтому с названием еще не работали. Но я вот после вчерашней встречи понял одно. Значит, мы предлагали, чтобы сразу при открытии партии участвовали много гагаузских лидеров, которые создали президиум, будущих вице-председателей наверняка, и вместе выбрали бы руководителя, который бы устроил бы всех. Потому что если, например, участвуют несколько крупных лидеров, у нас в Гагаузии ни один другому не уступит. Поэтому нужен посередине лидер, который устроит всех.
Но я после вчерашней встречи понял одно, что и даже было предложено мне нашими коллегами из партии, с общественной организации «Патриоты Гагаузии», что давайте вы вперед, и мы пойдем за вами. Другие политики, даже с республиканской партии, мне тоже говорили, что мы поддержим, но давайте мы посмотрим, что из этого получится. У нас была партия «Наш Буджак». Что с этой партией? Ну, сейчас я остановлюсь и закончу мысль. И поэтому мы вот вчера определили, что фундаментом для открытия партии все-таки станет Народно-патриотический союз Девлет. Для этого, в принципе, у нас все есть. На следующую встречу переговоров третьего раунда будут приглашены все руководители наших первичных организаций, возможно, что и руководители молодежных организаций, женских, старейшин. То есть будет уже много людей, чтобы мы могли уже определить, потому что именно эта организация начнет сбор подписей, подготовка всех документов. Поэтому, естественно, что в будущем руководстве партии наверняка будет огромное большинство членов этой организации. Но при этом двери будут открыты для того, чтобы в любое время могли приходить и другие политики. А если будут приходить целые кланы, то мы готовы, как говорится, поделиться всем. Неважно даже в будущем, кто она руководит. Главное, чтобы объединяли все. Если сегодня это делаем, как говорится, только мы, естественно, что мы будем, как говорится, создавать президиум. Но я верю тому, что даже если мы возьмем сегодня самую сложную часть регистрации этого предформирования, в ближайшее же время к нам у нас будет очень много союзников. Потому что ту работу, которую мы планируем провести в населенных пунктах, а я вижу, что она дает уже положительный эффект, даже при первых предложениях, к нам многие придут. Просто вначале еще нету доверия, веры, где-то у кого-то есть зависть, у нас у гагаузских политиков это тоже. Поэтому нужно преодолеть все это и идти вперед. Что касается других партий. У нас было две партии, которые открывались в Гагаузии. Но я скажу, что это мое мнение. Может, кто-то скажет, что это ошибочное мнение, но это мое мнение. Я считаю, что эти партии, которые создавались, они сделали следующий шаг, они начали работать по всей республике. То есть они родились в Гагаузии, с гагаузским адресом, но они сразу стали республиканские партии, которые начали работать на всю республику Молдова для того, чтобы искать этот процент, который должен пройти парламент, внедряться в большую молдавскую политику. И я считаю, что вот поэтому они как-то ушли. Да? У них сегодня партия регионов имеет другое руководство, сегодня вторая партия тоже наш имеет Буджак этой партии уже не существует. Она переименовалась, я не знаю как. Наша Молдова, я точно не знаю, как его название. Будущее Молдовы. Да, будущее Молдовы, где руководителем является Василий Павлович Штарлев. Довольно-таки известный человек, ничего против не имею. Но, я говорю, наш путь, мы не планируем вести работу по всей республике Молдова. У нас, если была бы возможность открыть региональную партию, мы открыли бы региональную. Но так как нету региональной партии, нам придется его регистрировать как республиканскую партию. Но мы оставляем за собой право работать на территории автономии и плюс теми людьми, выходцами Гагаузии, которые находятся в других населенных пунктах. Но у нас совсем недавно регистрировалась еще одна партия «Сердце Молдовы» называется, да, Ирина. Вы будете конкурентами? Знаете, мы вчера пригласили Ирину Федоровну, я ей звонил, она трубку не взяла, может, она забыла мой телефон, когда-то она поднимала мне, когда-то отвечала мой телефон. Было время, когда мы ее поддерживали. Она это забыла очень быстро. Мы пригласили письменно ее, но она не пришла. Она не считает, как говорится, для себя важным наши переговоры гагаузские, потому что она пошла по пути, то же самое, что сказал, работа по всей стране. Она считает себя уже республиканским политиком государственного уровня. Что ж, посмотрим, чем это закончится. Но на территории Гагаузии нужно отдать должное. Она набрала очень маленький процент на президентских выборах. Это все видели, знаем. Это просто был провал в Гагаузии. Удивительно. Она в Бельцах набрала больше, чем в Гагаузии. Все говорят, Бельцы наверняка были не ее голоса, кто-то помогал ей. Это уже не касается нашей передачи. Госпожа Фортуна набрала больше, чем
Ирина Влах. Это большой знак вопроса. Это ответ жителей Гагаузии на ту работу, которую Нафёровна проводила в Гагаузии. А ей появлением гагаузской партии, я вам скажу, что процент еще уменьшится. И у многих уменьшится. Потому что на появлением гагаузской партии в этом поле, ну, как говорится, сегодня разделили, кто разделил, но завтра, как говорится, мы у них начнем отнимать. И я повторюсь и буду повторять миллион раз, что шаг за шагом только мы сможем вытеснить все эти республиканские партии из Гагаузии. Какая бы власть ни боролась бы с кем-то, это невозможно. Они ничего не добьются, кроме того, что просто людей натравят друг на друга. Мы, жители региона, должны в своей территории власть забрать в свои руки. Тогда мы решим все наши проблемы. Я скажу, что очень много вопросов не решенных. Да, вот сейчас у нас стройинспекция находится в Кагуле. Позвонить в скорую помощь мы через коммутацию через Кишинев. Очень большие проблемы. Эти проблемы могут решиться только в том случае, если Гагаузия берет власть в свои руки. И тогда, какая бы власть в центре не была бы. Сегодняшняя придут социалисты, не социалисты, другая партия, неважно, кто будет в руководстве. Но если Гагаузия забирает власть в Гагаузии, я уверяю вас, что мы с нами будем считаться. Башкан Гагаузии – это исполнительный орган, который должен работать. Народное собрание – это законодательный, а политические партии решать политическую судьбу региона для того, чтобы никто не обижал наш регион. Мне время показывает, что председатель Народного собрания сегодня не может не решить ни один вопрос. Вот я на прошлой сессии, на позапрошлой сессии подымал и говорил председателю открыто: слушайте, у нас у всех проблемы. Кто-то не может за границу выехать. Ну, кого-то при выезде пограничники забирают чуть не с автоматами, унижение возле детей, возле семьи, обыски домой, лезут через заборы и все остальное. Да идите, в конце концов, профессионально, идите договоритесь. Что отвечает председатель? Мы вас делегируем, идите его решать. Я говорю, ну вы председатель, а я буду решать. Да нет, поэтому я считаю, что создание мощной гагаузской партии снимет эти вопросы, что кто-то должен дополнительно договариваться. Народное собрание должно принимать законодательные законы, выезжать, искать дополнительных наших друзей, внешних наших партнеров, а партия должна стать именно защитником региона по всем вопросам, что нас не обделяли при выделении грантов, инвестиций, чтобы наша молодежь интегрировалась в руководство страны, чтобы наши ребята были и исполнительные, правительственные, и в других департаментах, и в посольствах. Именно это даст именно новое политформирование. Уверяю вас, что если мы не будем лезть в чужую игру, с кем-то воевать, мы будем интересны для всех, и для левых, и для правых. Чуть-чуть меньше отойти от тех дел, где нас просто используют. Мы вам чуть-чуть там где-то что-то дадим, и вперед, ребята, на митинге кричите: тот плохой, тот плохой. И что дальше? И вот мы пришли к тому, что сегодня караул. Никто с нами не считается. Да, да, вот. Ну, ни одна международная организация к нам не приезжает, ни одно посольство к нам не приезжает. Даже с Кишинева, если и приезжает, то не к руководству. Ну вот у нас 30 лет, сейчас будет праздник, мне интересно, что приедет. Ну, я уже понял, что с руководства страны никто не приедет, потому что если они организовывали мероприятие, приуроченное к этому, вызывали в Кишинев. Разве это правильно? Это неправильно. Да, они должны быть здесь. Но они не признают сегодняшнюю власть. Международная организация, посольство тоже не признают. Поэтому я не знаю, кто будет у нас на 30-летие. Естественно, и вообще, что... о чем будут говорить там участники? Ну, 30 лет наверняка будут делать итоги за это 30 лет, что было, чего добились, чего не добились, что хотим в дальнейшем. У нас на носу еще и Гагаузский съезд в феврале. Который планируется. Да, в феврале. Где он тоже может использован, как говорится, я в том числе, еще есть люди, которые мы очень хотели, чтобы этот съезд был еще год назад, чтобы поднять очень многие вопросы. Но сейчас, когда вот это довольно-таки жесткое отношение между центром и Гагаузией, возможно, что кто-то хочет использовать этот съезд под себя, чтобы оно не было так, что Гагаузия должна там защищать свои интересы, чтобы мы не начали защищать интересы кого-либо, как всегда. Тогда мы еще больше получим минусов. Да. Хотим мы, не хотим, наши основные партнеры, я скажу, что, например, та же Турция, она на это реагирует отрицательно.
России, которая... Отрицательно на что? То, что на нет то, что диалога мы с сегодня выступаем против центра, мы не хотим, мы отношения полностью, никаких отношений между нами нету. Все хотят, чтобы у нас были нормальные отношения со всеми международными организациями. Ведь деньги приходят там, где тишина. А у нас сегодня бурлит довольно-таки нехороший. Я не только гагаузскую сторону ругаю, я и президенту сказал, что а как вы хотите дружить с Гагаузией? Все забрали, давайте дружить. Но вы даете финансы. Нам нет, нам не только финансы нужны, нам нужна политическая поддержка. Они что-то нам и дают. Не, они дают. Нет, я согласен с тем, что есть много проектов, это финансовые средства, да, это дороги, это много. Но денег много не бывает, да? Нам нужна политическая поддержка, нам нужно признание нас, нам нужно, чтобы те вещи, которые у нас в уложении Гагаузии, в закон о правовом статусе Гагаузии, оттуда оно не забиралось без нашего разрешения, что не принимали законы в парламенте без нашего участия, потому что принимаются законы, которые перечат нашим законам. Если там приняли закон, который не перечит нашим законам, тогда нужно закрывать гагаузскую автономию, что ли? Или же мы то же самое иногда делаем. Поэтому я и президент сказал, что вы приезжали в Гагаузию, когда были представителем правительства, премьер-министром была, она приезжала в Гагаузию, когда были инаугурация Ирины Влах первый раз. И иногда на центральной площади, я вам скажу, что всем понравилось. Она тогда выступала и сказала, что мы сделаем разграничение полномочий между Кишиневым и Камратом. А если делать разграничение полномочий, я вам скажу, что одним предложением она всем закрыла рот. Тогда все вопросы, которые мы поднимаем, должны решиться. Если разграничение полномочий, и у нас в уложении Гагаузии, закона о правовом статусе есть и пункты, значит, они должны выполняться. То есть деконцентрированные службы должны вернуться. Налоговая служба, которая входит в исполком, должна вернуться. В регионе должна, естественно, чтобы быть и силовые структуры, и МВД, и суды, и все. Я это ей сказал, что вот тогда вас восприняли по-другому. Она как бы отметила, что она была очень мало примера, потом она ушла в отставку и тому подобное. Как говорится, дело руководства заниматься, как говорится, своими вопросами. А Гагаузии у нас сегодня нет дела до них, у нас есть свои вопросы, которые мы должны решать. Поэтому наша партия, если мы его создадим... Наши вопросы все же мы не должны противоречить... поэтому должно быть разграничение полномочий. Тогда все будет сами, ясно. Николай Харламович, еще одну тему я хочу затронуть. Молдова укрепила свои позиции по отношению к евроинтеграции, да? Однако на референдуме гагаузы выразили свою оппозицию этому курсу. Мы помним результаты выборов. Как вы считаете, если вдруг когда-нибудь, раз мы идем уже по этому пути, значит, когда-нибудь Молдова присоединится к Евросоюзу. Для Гагаузии это будет плюс? Елизавета, я вам скажу, что я тоже голосовал против. В первую очередь, почему против? Потому что я считал и считаю, что на этих выборах не должен был быть этот референдум. Этот референдум практически использовался для дополнительной поддержки одного человека на президентских выборах, нынешнего президента. Поэтому это абсолютно должно было разделено, не должно было использоваться под кого-то, поэтому это был, можно сказать, что провал. Тот процент, который маленький есть, это они сами же провалили этот референдум, это этого ребенка, которого растили, сами в конце задушили, потому что нельзя было использовать этот рычаг для получения дополнительной поддержки. Это для них минус, я думаю, что они сделают выводы. В дальнейшем. Путь вхождения в Евросоюз. Это очень длительный путь. Возьмите Турцию. Турция, по-моему, 30 или сколько уже, 35-40 лет, все как бы стремится в Европу. Да, конечно, у нас должны быть налажены пути отношений, потому что тем более сейчас, когда на Украине ведутся, можно сказать, что настоящая война, я извиняюсь, так оно. И логистика перехода даже нашу продукцию в России, это стало таким дорогим, потому что обижать нужно через пол Европы, всякие санкции, все остальное. Естественно, что мы должны где-то торговать, где-то то, что мы выращиваем, где-то мы перерабатываем, все это реализовывать. Поэтому путь дальнейшего развития, интеграции в Европу, он нужен. Но я скажу, что ни в коем случае никто-то не должен этим руководством для того, чтобы выигрывать какие-то дивиденды. Ни в коем случае это не должно быть использовано под какого-то лидера. Дополнительно, пока вся страна не пойдет по этому пути. У нас есть Приднестровье, у нас есть Гагаузия. Считайте с нами. Вы сами не считаетесь,
решили, что вы сделаете все без нас. Не получится так. Поэтому всем нужно, как говорится, потихонечку объясняться. Ну а дальше жизнь покажет. Потому что если даже сегодня все аналитики показывают, что наша продукция больше уже движется на Запад, в Китай, в Турцию и тому подобное, в Россию меньше. Ну, конечно, если логистика такая, но завтра закончится война, и ситуация может тоже поменяться. Поэтому Молдова должна, я скажу, что, как говорится, не отходить от этого пути, но ни в коем случае не ругаться с восточными странами, да, нашими исконными партнерами, это страны СНГ, да, Евразес, да, у нас там довольно-таки Молдова не должна выходить с СНГ, ведь это, я скажу, что нулевая ставка налогов, которая дает возможность практически реализовать на таком большом пространстве нашу продукцию. Эти вещи, которые нельзя отказываться. Даже мы коснулись языка, русского языка. Вся страна, как говорится, можно сказать, что 100% знала русский язык. Ну, сейчас, допустим, 80%. Потихонечку растет новое поколение, которое не знает. Но для того, чтобы выучить в стране язык, это нужно миллиарды. Но зная язык, зачем его терять? Не надо его терять. Да, учите английский, учите немецкий, другие, но не надо сегодня и терять тот язык, который есть. Если в стране сегодня есть 30, а возможно же 40% русскоговорящих, почему мы должны, как говорится, их давить? Ну, мне понравилось на этой встрече, что и президент говорил, что мы начнем больше работать с русскоговорящими. Да? Ну, это нормально. Вот как раз я это и хотела сказать. Может, еще одна причина в том заключается, что у нас очень мало информации о тех грантах, которые реализуются у нас в Гагаузии. Вообще слово евроинтеграция страшит людей. Лиза, у нас все средства, которые идут в Гагаузии, вот у нас так получилось, что после Гагаузского референдума, где был, очень хороший, сильный результат. Да? Весь мир увидел, что Гагаузия 90 с чем-то процентов стремится в таможенный союз. Для европейских стран это было что-то такое непонятное. И вот тогда был выбран такой путь, что давайте мы Гагаузии дадим возможность инвестиций, грантов, чтобы Гагаузия получила финансы и не смотрела куда-то, а смотрела, говорится, что у себя. И, как раз был период, Фармузал ушел, пришел новый Башкир Наферный, Гагаузия получила столько денег за период, за эти 8 лет, что Гагаузия никогда, если все вместе собрать, никогда не увидит. Это было золотое время Гагаузии, которое, если бы при другом Башкане Гагаузии, Гагаузия бы, если эти деньги внедрила бы в экономику, то мы имели бы двойной бюджет и все остальное. Деньги просто разворовались. Почему? Разворовались. И фактически... Депутаты Народного собрания не видели? Я вам скажу, что депутаты поднимали много вопросов, и прокуратуру подавали, но у нас везде коррупция, везде все закрывается, все... не буду сейчас переходить. У нас даже госпожа Парзане, немецкая гражданская, она изучила этот вопрос, подавала 100 раз прокуратуру и все остальное, и все остановлено, ничего. Потому что везде есть коррупционные какие-то люди, которые все это сглаживают. И это, я скажу, европейские чиновники тоже в этом замешаны. Потому что деньги пришли от них, они должны были проверять. Но я скажу, что деньги не ушли. Но что самый момент здесь? Вы сказали, что люди это не видят. Вот момент башканская ревла, она била всегда. Я делаю. При чем тут Европа? При чем тут правительство? Я вот это, я нашла, я сделал. Примары, я это сделал. Все. Поэтому о чем мы можем говорить в каких-то регионах, если кто это внедряет, он строго говорит, это я нашел, я сделал. Хотя при Ирине Влах она никакого участия для того, чтобы эти деньги пришли, не принимала. Она просто попала в то время, до него была большая борьба, референдум, и она дала свои плоды, она получила деньги, она их потратила, очень красиво прогуляла, концерты, пляски, песни. Я недавно как высказался, что нынешний Башкан взял пример самого плохого с прошлого Башкана. Продолжение вот этих вот гулянок, плясок, танцев. И мы все гуляем, все танцуем. Людям тяжело, но в отличие от прошлого Башкана, нынешнее руководство региона пытается пенсионерам помогать. В то время вообще ничего не было. Но пляски и танцы продолжаются дальше. Ну и в завершение, Николай Харламович, вернемся к круглому столу. Политический диалог и общественная консолидация. Вот выводы и итоги, что вы сделали в
круглый стол закончился, вы выйдете в инфотак. Еще какие выводы сделали? Ну, я скажу, что если в начале, вот первый раз, когда только возникла идея проведения этой круглых столов, я скажу, один из моментов, это толкнула нас и Стамбульская встреча. Когда мы были в Стамбульской встрече, говоря и с нашими партнерами, турецкая сторона, говоря с молдавской стороной, говоря с коллегами и гагаузами, мы поняли одно, что без единства Гагаузии нас все будут использовать, мы ничего не добьемся. Ну, мы закрылись, практически получились резервации, и что дальше делать? Дальше еще хуже. И следующий путь – это уничтожение Гагаузии. Если дальше пойдет, как сегодня, то уже в стране поднимаются очень много радикальных политиков, говорят, а зачем тогда нужна Гагаузия? Гагаузия язык не развивает, культуру не смотрят, вопросы сами решать не хотят, с кем-то советуются, кто-то диалога нет, кто-то за них решает, а зачем тогда эта автономия нужна? И я понял, что если мы не остановимся, не пойдем по своему пути, ну, мы потеряем автономию. Поэтому и возник диалог, чтобы все высказывались. И вот на этих встречах мы попытались, никто никого не останавливал, никто никому тексты готов не давал, чтобы они зачитывали. Вот как, кто предлагалось, и мы строго вели в прямом эфире. То есть все, что было на круглых столах, слышали все желающие. Даже сегодня могут открыть порталы, посмотреть на Фейсбуке и еще раз проанализировать, что было в первом раунде, что было во втором раунде. Это информация. Чем больше информации мы дадим людям, тем быстрее люди будут подготовлены воспринимать. Но что не удалось сделать? Ну, сказать, что я был уверен, что это получится, нет, потому что 30 лет объединения Гагаузии, все об этом говорят. Не удалось все-таки сформировать абсолютное большинство наших, я так скажу, кланов, да, гагаузских политиков, которые за собой имеют определенное количество людей, которые, если бы мы все сегодня объединились, мы сразу стали бы мощным каким-то звеном. Да, нам не удалось всех сгруппировать вместе, гагаузская ревность, оно есть. Почему не я, почему другой? Может быть, и по отношению ко мне что-то долго хочет для себя. Хотя, я честно скажу, что я готов был к тому, что давайте мы соберемся несколько лидеров и предложим человека, руководителя, который устроил бы всех. Но пока, как говорится, мы видим, что мы взяли это дело и мы пойдем дальше. Поэтому мы возьмем ответственность на себя, мы создадим эту партию, а дальше оставим двери открыты для того, чтобы приглашать и остальных. Я думаю, что на нашем примере то, что мы сегодня говорим, вот части будущих наших предложений мы даже сегодня с вами озвучили, хотя программа будет большая, мы к этому подойдем очень серьезно. Наши коллеги, другие, рассмотрев, они потянутся к нам. Вот вчера я говорю, что мне понравился разговор с Калчу, который является вице-председателем «Патриоты Гагаузии», тоже нашей политической организации, который четко сказал, что мы правильно мы говорим, мы за то, чтобы действительно объединяться Гагаузией, это создавать. Давайте вы идите вперед, а мы еще, как говорится, не совсем зарегистрировались, и мы потом, как говорится, решим свои вопросы и пойдем за вами. Я не буду называть и других политиков, с которыми тоже я разговаривал, которые тоже говорят, что идея очень хорошая, но мы еще не готовы. И не бывает, что Гагаузия за один день подготовилась. Руководители, экс-руководители Гагаузии. Я со всеми переговаривал, что многие говорят, мы наверняка не можем участвовать уже в самой, сердце в работе руководства, но где-то давать советы, где-то направлять. Тоже мы готовы, важно. Это очень важно. Я вам скажу, может, это даже важнее опыт тех людей, которые пошли длинную дорогу. Поэтому я скажу, что диалог 2 раунда, я считаю, что если взять в целом, очень положительный результат. Не максимальный, но мы не могли рассчитывать. Еще есть 3-й раунд. Да, и 3-й раунд, он будет более, я скажу, что уже где будет все это утверждаться, но в 3-м раунде у нас будет, я сказал, что уже подключится Народно-патриотический союз земли, где она уже примет со всеми руководителями первичных организаций, потому что время уже тянуть некуда. Теми политиками, которые определились, что они поддержат, мы идем по такому пути, мы всех их пригласим, дополнительно мы уже
воспользуемся этим столом для того, чтобы пригласить уже и руководителей Народно-патриотического Еще один уже последний вопрос. Николай Крамович, как вы думаете, вот в 2025 году будут народное собрание, да, выборы. Если изменится состав Народного собрания, наверняка изменится, потому что будут новые депутаты. Вот ситуация в регионе изменится по отношению к Кишиневу и Гагаузии, потому что это очень... В первую очередь должно поменяться руководство. Но я думаю, что... Руководство поменяется в любом случае. Да? Человек, который уже, в принципе, и возрастной. Я не буду так сильно критичен, потому что если мы начинаем такое большое дело, наверняка нужно уйти от таких грязных технологий, от грязных высказываний. Это наверняка неправильно. Говорим о единстве и кого-то критикуем. Ну, Бог судья, люди все видят. Но я думаю, что поменяется обязательно руководство. Это даст возможность появления новых людей в руководстве, которые отлично поймут. А тем более Гагаузская партия, если начнет работать, она даст свой плюс будущему руководителю. Я сказал, что она станет именно тем барьером, который должен защищать регион, принимать на себя главные удары. Если принимается что-то такое политическое против Гагаузии, в первую очередь политическая партия должна выходить, кажется, во все трибуны, говорить, выходить, встречаться с руководством страны, руководителем партии, от кого исходит эта агрессия или недопонимание Гагаузии. Поэтому я считаю, что будущее Народное собрание, конечно, будет другим. Ну и если оно будет по-любому другим, но здесь я еще раз повторюсь, что очень важно, что в будущем Народном собрании не было так, что одна партия захватит большинство прямо на выборах. Поэтому сегодня я скажу, что появление Гагаузской партии – это альтернатива. Это будет альтернатива, которая даст именно такую конкуренцию. И там, где конкуренция, там, где идет борьба, там уже нормальная дальше работа. Потому что если захват одной партии всей власти, мы знаем, что кто-то решил со стороны, и мы в дальнейшем становимся исполнителями. Мы становимся просто исполнителями. Поэтому я скажу, что даже в выборах Народного собрания сейчас следующий шаг в январе, когда мы уже начнем формировать команду, собирать подписи, естественно, что у нас есть большая группа молодежи, команды, новых людей, которые в политике, можно сказать, что еще не участвовали. Да, 18-19, это, в принципе, первая группа спортивного клуба «Боскорт» моих воспитанников, других видов спорта. Есть очень много студентов, которыми, естественно, что мы начнем работать. Народно-патриотический союз «Явлет» начал очень хорошую работу. Я считаю, что это, наверное, самое лучшее, то, что мы предложили, работу с молодежью. Мы успели сделать одну встречу, где мы начали обучать молодежь политике. Мы успели одну встречу сделать, начались выборы президентские, где наша организация приняла решение не участвовать. Мы тогда предложили, что люди пускай сами выбирают, идут за того лидера, за того президента, который считает нужным, для того, чтобы не раскалывать команду. И мы наши встречи приостановили в январе месяце, потому что сейчас у нас состоится 3-й раунд, практически Новый год, а с января месяца мы продолжим каждый месяц работу с молодежью. Работу с молодежной. Мы создаем программу молодежной политики, развития дальнейшей в Гагаузии, чтобы людей просто обучать. Это будет интересно для любого человека. Это значит участие на этих семинарах, конференциях. Это не это не обязательно будет, что эти люди, которые участвуют, они должны входить в нашу партию или становиться нашими сторонниками. Но мы их начнем обучать пониманию, что такое политическая борьба, что такое политика. Потому что сегодня большая часть молодежи к этому относится негативно. Да, они говорят, мы не хотим политикой заниматься, мы хотим деньги зарабатывать. Все ушло в одно направление. Вот мы только деньги хотим зарабатывать, жить только ради своей семьи, заработал, купил машину, купил квартиру и живу только для себя. Но мы живем в регионе, где у нас все время, как-то мы находимся на тех границах, где мы должны защищаться. К сожалению, я это говорю, что мы должны защищаться, если мы сильными, нас поддерживают, если мы будем слабыми, грамотными, это очень важно. Поэтому мы будем привлекать специалистов, те, которые будут проводить лекции.
На первой встрече я сам попытался час об этом говорить. Потом, в принципе, мои коллеги об этом говорили. Но дальше будем использовать специалистов хорошего класса для того, чтобы работать с молодежью. Ну, очень важно, чтобы воспитывать не только спортсменов, но и политическую молодежь. Конечно. Ну, давайте на этой ноте мы уже завершим нашу программу. Спасибо вам, Николай Храмович, за интересную дискуссию. Вы смотрели программу «Тема дня». До встречи в эфире. До свидания.